Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить пирожки с щавелем, жареные пирожки. Щавель уже у нас последний в огороде, самый последний букет я собрала сегодня. Вот. У кого, может, тоже есть еще, вы еще успеете, потому что скоро уже ударят морозы, и уже щавель у нас пропадет. Поэтому я сегодня решила сделать пирожки с щавелем. Для этого нам понадобится дрожжевое тесто. Для дрожжевого теста берем 150 мл молока теплого, 150 мл воды, добавим 2 яйца, столовую ложку сахара, пол чайной ложки соли. Все хорошенечко размешаем. Молоко должно быть теплое, не горячее. Положим 15 грамм сырых дрожжей. Тоже все хорошенечко размешаем. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Муки нам понадобится 550 грамм. Может, у кого-то уйдет больше или меньше, надо ориентироваться по своей муке, потому что мука у всех разная. Сейчас будем соединять. И будем замешивать мягкое тесто. Вот такое вот очень мягкое, немножко даже липкое тесто у меня получилось. Сейчас мы ее накроем крышкой и уберем на расстойку примерно на 1 час. Пока наше тесто поднимается, займемся начинкой. Для начинки, как я уже сказала, нам нужен будет щавель. Вот здесь я набрала 300 грамм щавеля. Сейчас буду его нарезать. Я его хорошенько промыла и буду нарезать сейчас. Щавель очень нежный, свеженький. Если у кого есть в огороде, не оставляйте под снегом. Обязательно соберите и сделайте пирожки или пироги. На канале есть несколько рецептов, как готовить щавель. Щавель я нарезала. Сейчас нужно будет его обдать крутым кипятком. После этого он немножко осядет и удобнее будет делать пирожки. Немножко потеряет объем. Вот смотрите, насколько его стало меньше. Сейчас пусть остынет. Когда тесто поднимется, будем делать. Наше тесто подошло. Смотрите, какое пушистое тесто. Сейчас будем делать пирожки. Тесто очень-очень мягкое. Сейчас будем делать на кусочки теста. Из теста будем делать вот такие колобки. Сейчас будем делать пирожки. Тесто раскатываем не очень тонко. Положим 1 столовую ложку начинки.
Щавель уже поменяла цвет, стала оливковым. Добавим пол чайной ложки сахара. И закрываем наш пирожок. Вот такие вот пирожки получаются. Из 300 грамм щавеля у меня получилось 10 пирожков. Вот смотрите. А тесто еще осталось. Я из остатков теста буду делать татарский кабартма. Сейчас немножко его раскатаю. И буду вырезать. У меня есть специальная форма для этого. Очень удобно, кстати. Смотрите, как красиво получается. Сейчас будем жарить пирожки. Пирожки кладем швом вниз. Одна сторона уже пожарилась. Сейчас мы переворачиваем. Газ убавляем до минимума и на маленьком огне доводим до готовности. Пирожки уже готовы. Смотрите, как они зарумянились. Снимаю их на салфетку, чтобы ушел лишний жир. Сейчас будем жарить лепешки кабартма татарские. И мелкие бауырсаки. Лепешки готовы. И бауырсак уже тоже подрумянился. Вот смотрите, какие красивые получились. Наши пирожки кабартма готовы. Смотрите, какие они получились. Очень-очень пушистые такие, вкусные, сочные. Смотрите, какая начинка внутри сочная. Очень-очень вкусные. Попробуйте вы тоже приготовить. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.